Видеока «Оно сплав» находится в Каркировском районном историко-краеведческом музее. Здесь фотовыставка, фотографий и скульптур Виктору Савину. На фоне чего? Наш Каркировский районный историко-краеведческий музей открылся в ноябре 2012 года. Давай, Вот залезай. Вот это новое здание. Так, здесь у вас размещены поделки, это современные поделки, да? Да, мастеров нашего Каркировского района. Так, здесь тоже поделки из Отлично. бересты. Так, это каратайки, да? Картай. Так, Юра раз, Юра два. Пройдемте в зал. Здесь у нас зал легенд. Самая известная легенда — это о нашем Картайке, железном человеке, который обитал тут, в нашем районе, при Степане Перском. Картайка — это в переводе «железный человек». Это наш первый районный кузнец, которому подчинялось железо, который добывал железо, и у него все было железное. То есть одежда железная, избушка, лодка. Вначале, вот по старым обычаям, он пришел из Новгородской области на наши земли. Жил он хорошо с сельчанами, но потом, поссорившись с ними, начал вредить. Он сжег их дома, построил себе железную избушку и начал один жить и обладал некими колдовскими силами. То есть он спокойно мог день превратить в ночь, ночь превратить в день, вызывал дожди, которые шли неделями, и затапливал все дома. Через реку Вычегду он перегородил вот эту самую такую железную цепь и грабил всех проплывающих, то есть всех купцов, не пропускал ни одного, просил с них дань. Но, к счастью, на наших землях побывал святой Степан. Он услышал о чародействе этого Картайки и решил сразиться с ним. При встрече с Картайкой святой Степан осенил его крестом, Божьим крестом. И Божья сила победила вот эту дьявольскую силу. Вот так. Коми-литературу невозможно представить без имени этого человека. Это 20-х годов 20 века. Это Савин Виктор Алексеевич, Нёбдин Виктор, который родился в селе Нёбдино в деревушке Трэш Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии в 1888 году. 21 ноября исполнилось 125 лет со дня рождения Виктора Савина. Он был и поэтом, и драматургом, и журналистом, журналистикой занимался, композитором и переводчиком. И сам же участвовал в своих пьесах, которые написал свыше 20 пьес из своей литературной деятельности, свыше 150 песен и стихотворений, все на коми-языке. Его даже песня «Соколиное гнездо» стала гимном Республики Коми. Судьба Виктора Алексеевича Савина, конечно же, была интересной, но закончилась она трагически, потому что его в 1937 году арестовали за участие в контрреволюционной буржуазной деятельности, где он и умер в Томской области, вблизи станции Итака, от истощения, в общем, от ослабления. Он умер 11 августа 1943 года. В 1921 году Виктор Алексеевич создал театральное объединение, которое называется Сыком-Тив-Чук. Да, то есть это театральная труппа Усть-Сысольского коми-театра. Там исключительно набирался народ, который хорошо знали коми-язык. Они много путешествовали по районам Усть-Сысольского, и показывали пьесы на коми-языке. Кроме пьес, также и песни, и стихотворения, в общем, концерты. В 1930 году был Виктором Алексеевичем Савиным создан
Инструктивно-передвижной. передвижной театр, то есть КИТ. Мгм. Вот. Ну и, конечно же, особой гордостью Виктора Савина это он сам создал коми-театр, который ныне сейчас называется ГАУ-РК. Это Государственный ордена дружбы, ордена дружбы народов, академический театр Виктора Алексеевича Савина, который театру было название, имя дано театру было в 1978 году. Это коми-театру. Это православный календарь у древних коми. В 1965 году в селе Сторожевск на рыбалку отправился 16-летний мальчик и нашел на песке вот какой-то бронзовый круг. И принес домой, а когда уже увидел, что ученые там ищут, вот находки делают, он показал этот православный календарь, и оказался он действительно древним православным календарем, который был найден в 1965 году. Здесь что представлено? Это у нас находки Шойноты и Сторожевск. Вот в остальном все вот эти находки, которые были в раскопках найденные. Это как глиняный горшок. Здесь на этой полочке. И там камни в основном. Это что за инструмент? Для обработки дерева. Дерево. Спасибо. Центральное место в крестьянской избе занимала печь. У коми-зырян даже есть загадка такая. Пукар. Пукар пышкин щойкар. А щойкар пышкин эзиш дазарний. Деревянный город. В деревянном городе глиняный город. А в глиняном городе серебро и злато. Печь находилась от центрального хода с левой или с правой стороны. Она должна была обязательно находиться по диагонали от красного угла, где находилась божница, да, и возле красного угла находился обеденный стол, где коми обедали всегда за одним общим столом, из одной миски, с деревянными ложками. То есть завтрак, обед и ужин всегда был вот вместе, всей большой семьей. Конечно же, больше всего времени возле печи проводила женщина, которая кормила ни с чем не сравнимый вкусный обед. Печь грела весь дом. Также на печи можно было и спать детям и в основном старым людям. Домашняя утварь, да? Да, это домашняя утварь. Например, вот это как лучина. Это 16 вот до 17 века пользовались такой лучиной. Дрова использовали березу в основном, потому что она мало дымилась. То есть эта лучина горела прямо в избе над корытом. Потом уже медные тазики пошли. И эту лучину, вот эту березу рубили на мелкие щепки. И вот в эти пространства щели, да, что вы там видите, как бы эти щепочки вставлялись. Одна щепочка загоралась, догорала, вот другая щепочка. А уже в конце 17 века такую лучину заменяет керосиновая лампа. Утюг использовался как? Это угольный утюг, то есть он открывался, из печи брался горячий уголь. И вот этот нагревался, такой утюг. Но до этого, до угольного утюга был маленький утюг поменьше, который вот на печи. Вот. Его ложили на плиту, и он целиком сам нагревался на горячей плите. Валенки. Это самодельные валенки. С левой стороны самодельные, а это уже покупные. Это у нас детская игра. Дети в основном играли в такую игру детскую. Лодыжки, покоми шек. Это брали у барана с коленного сустава задних ног. То есть от одного барана получалось только 2 лодыжки. У каждой лодыжки есть 4 позиции, 4 одинаковые. Это сверху, снизу, лежа и на животе. Как играли такими лодыжками?
собирали в кучу лодыжки, разбрасывали вверх, которые падали в разных позициях. И вот по очереди каждый свою позицию должен был щелкать и попасть именно в свою лодыжку. Кто попадал, эта лодыжка, значит, забиралась ему. Даже раньше, в старые времена, дети, когда, например, помогали соседям или по дому, или также на каледованиях, им за это давали не конфетки или деньги, а именно вот такие лодыжки. Это в Алмате я тоже играл в свое время. Это называется у нас альчики. Вот, ставили на черту и круг чертили, и из круга выпивали. Кто выпьет? Везде по-разному. Везде А я застал в эвакуацию, у нас была большая семья, тоже огромный стол, вот насчет вот этого общего стола. И нас человек 10 садилось там, дед такой старый у меня был, Петр. И чашка большая со щами, и там мясо, кусочки, и все вокруг деревянными ложками. Он постучит ложечкой по краешку, все начинают хлебать. Если ты зацепил мясо нечаянно, то получал по лбу, нельзя. Или даже Вот. если дети не слушались за столом, да, Да, там тоже да. отец, как Да. главный. И когда он 2 раза постучит, можно по кусочку мяса было там оттуда выудить. Так что, Все делалось по команде, да? да. Промысел у охотников, да, у конных мужчин было это рыболовство и охота. Земледелие уже, конечно, пришло уже в конце 19 века. Рыбалка была зимняя и летняя, где в основном использовались как сети, да, все самодельное, и такие морды, как ловушки для рыб. И охота. На охоту ходили на длительный период в зимний, это зимне-весенняя охота была. Ходили от крещения до Благовещения, до конца марта. Вот почти 3 месяца охотники были на длительных охотах. Здесь мы с вами видим лямпы, которые охотники брали лямпы 2 видов. Одни это обшитые камусом, да, то есть на одну пару лямп уходило менее 7 шкур, не помню, вот, на оленя. То есть это камусы, чтобы лыжи не скользили, когда, например, поднимаешься в горку. Также вместо лыжной палки для конных дворян было удобно, как эта палка кой-бей называется. То есть с одной стороны острый наконечник, с другой как лопатка. Острый наконечник, вот это и есть отталкиваться как лыжной палкой. Или пробивать лед, скажем, на зимних рыбалках. А как лопатка удобно было ставить капканы, то есть на расстоянии откапывать, да, закапывать вот эти самые капканы. Еще у охотников самым главным предметом это была такая накидка, луз, которая называется. Она была чистая и кожаная, и она защищала от сильных ветров, от холодов, вот луз. Внутри тоже были такие как карманчики, которые вставлялись для охотников, да, то есть все необходимые мелкие эти вещицы, которые назывались луз. Также охотники, чем они возили дичь, да, всю эту добычу. У них были санки, некие узкие, как по именно вот этой лыжной дорожке, как по лямпе, которые назывались норд. Считайте, охотники на 3 месяца идут на охоту, не на себе же будут вести, а вот на этих длинных санках они везли всю свою добычу. Тасма – это как кожаный ремень представляла собой, которая носилась тоже через плечо. То есть охотник, да, имел все необходимое, что находится в этой самой тасме. И порох, и вот сама пороховница, и огоньки, чтобы делать. Компас. Так, Может, откройте? где мерка? Подожди, что? Компас. Откройте, покажите. Это где ж такое сохранился? У какого-то охотника, смотри, а? Работает. Ух ты, ну молодцы. Да. Ты смотри, надо ж
Это гектар. Годичный. Так, здесь у нас находится ткацкий станок, да? Да, это ткацкий станок, которым женщины, бабушки, да, девушки, а женщины учили своих детей именно прясть на таком ткацком станке. И вот действительно удивительно, выращивали обычный лен, коноплю, которого обрабатывали, и из этих уже стебельков получались такие волшебные нити. А уже из волшебных нитей замечательные сарафаны, которые живы по сей день, целые замечательные скатерти, полотенца. Все в прошлом было замечательно. И хранилось в замечательном сундуке. Это узоры либо орнаменты? Да, Чего? нашего Кадкировского района. То есть в каждой деревне, у каждой своей семьи был именно вот свой орнамент, да, свой узор. Например, здесь какие узоры? Ну, это как Старожевск, Где Вашкурье. где Вашкурье? Ну, точно я не могу вам сказать. Так, Юра, вы там что интересного нашли? Я вот не понимаю назначение вот этой штуки. Какое-то интересное вот это вот Какое, устройство. Саха? Вот это что такое? Вот это саха. Нет, вот это. Виски. А? Виски. Весы. Весы. Это весы такие? Безмен. Безмен, да. Да, безмен. А? Да, Это да, весы безмен, такие? да. Да. Это капкан на кого? На медведя? Нет, на медведя не было. А это на кого? Ну там на волка вот такие большие. А это гектар для дичи или что? Или тоже для Сумка всякой всячины? охотничья. Сумка охотничья. Итак, мы перешли. На комнату учителя. Раньше, да, в старые времена учитель жил в одном доме, то есть в одной комнате он жил, а в другой комнате он давал детям уроки. То есть школа была в одном доме и жилье. Здесь мы с вами видим учительский стол, такой раньше был. Это еще нам досталось от нашего священника, который жил в селе Каткирос. Вот это еще говорят, у него этот стол письменный. Счеты. Счеты, да. Перо, как раньше, какими Ручки. перышками, ручками писали, да, то есть Чернильницы. чернильницы. Ставочка называлась. Так, это у нас что? Вот это ставка, туда чернила куда Да. держалась. Обратите внимание, даже сохранился учебник, где было все на твердом знаке. Это обложка. Так. Мгм. Русская речь. Какой год? Так, это у нас Какой год? 1800, минуточку. Ай, забыла. 1840, 47-й. ну, пусть. Так, это у нас Это тоже. учебная книжка. Первые учебные книжки. Ну, год, наверное, нет. 1876. Но вообще все учителя в то Так, время... здесь швейная машинка была, да? Да, Зингер. Часы, Американский. американские, фортепиано. Это физгармонь, тоже американский. Физгармонь? Да. Много лет досталась нам от переселенцев. Там она Маджи, простояла много лет Маджи в школе. Видимо, уже там ученики, к сожалению, доломали, уже не играет. Но сам он еще существует. Так, это у нас чемоданы или сейфы? Сейф. Сейфы. Так, это комод, Да. трюмо, столик. Мне кажется, все же не хватает одной детали. Я думаю, что все учителя, это поскольку быт дореволюционный, можно сказать, да? Вот этот вот старый быт. До революции все учителя, мне кажется, были верующими. То есть, Ну мы там сделали просто. Где там? крестная А это же церковь. комната учителя? Да. Здесь нет. Я думаю, надо где-то... Вот здесь вот как раз в углу и будет место Да, для да, иконы. Спасибо, Мария. Спасибо. Так, здесь у нас, Мария, что находится? Это временная выставка, посвященная Виктору Алексеевичу Саймону, то есть его, по его пьесам,
стихотворением из колледжа культуры именем Вениамина Тимофеевича Чисталева, да, студентки нарисовали вот такие замечательные рисунки. То есть Художник- работы художницы, наших да? современниц. Да. Вот как, например, «Соколиное гнездо», вот этот рисунок, который, вот эта песня, как я говорила, стала гимном Республики Коми. Варыш Поз. Спасибо. А это что за картина? Это у нас картина, это Каткирос до пожара. 5 июня 1911 году здесь случился страшный пожар. 6-летний мальчик крестьянина баловался с огнем в сарае, и, в общем, загорелся его сарай и дом. А от сильного ветра вот сгорело более 100 домов. Плюс земская больница со всеми документами. Вот. Но, к счастью, дома были застрахованы все и выделили потом деньги на строительство новых домов. Потому что Лебедев, это писатель наш Михаил Лебедев, там писал письмо, отец ему писал письмо, то что в ноябре у них дом, сруб уже стоял. Вот в июне был пожар, а в ноябре сруб уже стоял. Вот как это быстро получилось. А чья это картина? Эта картина Нечаева. Вот. Эта картина, она сфотографирована, а напротив музея была старая церковь. Вы сейчас видите, там двухэтажный дом. И вот вместо этого дома была старая церковь. И вот эта картина, видимо, оттуда с купола, ну, с второго купола, этажа да. вот сфотографировала. Как вот это Так это с получается фотографии наш картина? центр. Да. Да, А? да, вот фотография. А, Вот. вот он. Мгм. Вот сама фотография. Вот такой страшный пожар.